Всем доброго здравия, дорогие мои люди, братья и сестры планеты Земля. Это я, дворник. Сегодня 27 октября, уже поздно, вечер. Я сегодня, вот совсем недавно посмотрел ролик, который выбросил Сергей «Жили-были». И он там рассказывает о вороне. Ворон, ворон. Везде только и слышно на всех сайтах, во всех роликах о шамане, о вороне. Ворон, ворон. Надо же, какая известная личность. Ворон. Мне смешно, честно говоря. И вот жили-были, там и говорит, якобы он получил там информацию, эту информацию якобы и я донес кому-то, уже отсюда, из Казахстана, из города Кустаная. Якобы до этого я боялся эту информацию рассказать, а теперь, мол, осмелел. Нет, дорогие мои, по поводу бояться я уже давно, можно сказать, ничего не боюсь, кроме как сойти с пути Отца моего, нашего, вернее, всеобщего Отца, Бога, и сделать поступок как умственный, следовательно, физический, отрицательный. Все, больше я ничего не боюсь, дорогие мои. А та информация, о которой рассказывает Сергей, жили-были. Об этой информации знают все ребята в отряде, которые остались после того, как забрали шамана. Так как на собрании, когда мы решали вопрос по поводу ворона, я поднял этот вопрос именно о той встрече, когда мы передвигались, я был дежурный по отряду, и мы передвигались, перевозили вещи на машине. Я и, как его, молодой, как же его называли? Из головы вылетело. В общем, мы ехали, остановилась наша машина. Я услышал какие-то разговоры. И один разговор был очень жесткий и грубый. Я понял, что с вороном что-то происходит там непонятное. И начал вылазить из машины, подняв полог. Мы были под пологом, чтобы гаишники нас не видели, чтобы не было проблем у водителя. Я поднял полог, хотел вылезти через зад. Смотрю, стоит машина. Человек, который сидел в машине, посигналил и мне махает рукой, мол, сиди, не вылази. Я ему тоже махнул рукой и говорю, ты еще кто такой? Все равно вылез, смотрю, открыта дверь. И какой-то человек ворону там что-то грубо говорит. И ворон стоит около этой двери. Он теребит ворона за шкирку. Я подошел, его стал отталкивать, этого человека. И говорит, оставь ворона в покое, ты кто еще такой здесь? Но он на меня не обращал внимания, а все равно за грудки теребил вороном. И стал ему говорить, ты почему не прозвонился? А ворон весь перепуганный, бледный стоял. И говорил, ну сейчас мы вот вещи отвезем,
И я, мол, отзвонюсь или что-то там сделаю, то, что от него требовалось. Я опять стал этого человека отталкивать и говорить: оставь ворона в покое, ты еще кто такой? Он потом еще раз хорошенько тряханул ворона, развернулся и пошел, и сказал: если ты не сделаешь, я вас всех ушатаю. И все, сел в машину, уехал. Мы тоже опять сели в машину и поехали дальше. Потом я об этом подошел, когда мы приехали, потом ребята все пришли наши с походом. Я подошел к ангелу, ему рассказал об этом. Я обычно советовался, какие вопросы у меня возникали, подходил к ангелу, мы с ним разговаривали, обсуждали эти вопросы. И на эту тему я ангелу сказал. И просил его как-то подготовить шамана, чтобы шаману об этом сказать. И именно при вороне, потому что я такой человек, я не люблю говорить за глаза, я люблю говорить человеку прямо в глаза. Вот сейчас мне приходится это говорить отсюда. Почему? Потому что этот вопрос вышел на всеобщее обозрение, и люди сейчас мне задают вопросы, поэтому я вот записываю этот ролик и отвечаю на все эти вопросы. Да, я понимал, что я был человек новый в отряде, и для того, чтобы мне подойти с этим вопросом, а вопрос это довольно-таки серьезный, к шаману и начать его поднимать этот вопрос, мне необходимо было время какое-то, чтобы шаман увидел, что я не чужой человек, и чтобы у него проявился интерес ко мне, и тогда я бы мог спокойно с ним говорить на эту тему. Ну так все произошло, что шамана забрали, и я не успел с ним поговорить на эту тему. В тот день, когда шамана забрали, вернее утром забрали, а днем мы пошли дальше. Ворон там отобрал своих ребят, они отдельно где-то по камышам там шли очень долго. Потом они пришли там на то место, где мы разбили лагерь. И ближе к вечеру ворон при ребятах стал, при своих ребятах был Игорь, был Дима, еще были ребята. И он свой телефон, как обычно, со своим телефоном постоянно носился. И я как раз рядом палатку свою раскладывал. И он стал мне говорить: Валентин, вот тут тебе смс-ка пришла. Я говорю: ну читай. И он читает: травник, выйди на связь. Если ты не выйдешь, мы тебя сольем, что ты ФСБшник. И я ему говорю: ну так что ж, пусть сливают. Хотя уже они, получается, меня слили. Раз. Второе. Почему эта смс-ка пришла к Ворону, а не ко мне, не на мой телефон? Это два. И третье. Почему именно Ворону, а не кому-то еще из ребят в отряде? Это три. И это уже о многом говорит. Кто есть Ворон? Я знаю. И я это видел, и я чувствовал, что Ворон меня сторонится и держится от меня на расстоянии. Он понимал, что я не подарок, и что довольно-таки я все замечаю и вижу, что происходит вокруг и кто есть кто. Я знаю хорошо психологию людей, поэтому я знаю, когда и как, и кому что сказать, и как себя повести. Я знаю, что всему должно быть свое время. Для этого необходимо человека или людей подготовить. А потом только
с ним начинать общаться. Да, ворон, он нечестен, разговору нет. Но в крайнем случае все эти вопросы, я еще раз говорю, желательно обсуждать, когда все соберутся вместе и говорить, и поднимать все эти вопросы глаза в глаза. Там на собрании, когда мы изгоняли ворона, я поднял этот вопрос и сказал им, ворону, про этого человека. Но ворон быстро нашелся, не растерялся и сказал, что якобы это был уголовник, жулик какой-то. Так когда же он соврал? Тогда, когда это произошло? Или же, когда ему я это при всех сказал? Это тоже имеет место сомнению и наводит довольно-таки на нечестное поведение самого ворона и на сомнение, кто он есть на самом деле. Вот так вот, ребята. Я этот ролик записал только для того, чтобы внести в ясность в данную ситуацию. По поводу ролика, который записал Жили-были Сергей. А тебя, Сергей, я просто попрошу на будущее, прежде чем выносить какую-то информацию, ты ее хорошенько выясни, проконсультируйся хотя бы с первым источником, от которого якобы она исходит. Я не знаю, кто тебе эту информацию донес и в таком виде, в каком ты ее преподнес, дорогой мой друг. Все мы знаем, что в нашем мире стоит только пукнуть, и этот пук, пока дойдет до слушателя, он обрастает сорняком, тем, которого не было на самом деле. Поэтому не торопитесь в словах, не торопитесь в действиях, а очень тщательно проверяйте информацию. Я не оправдываю ворона. Я просто человек, который любит истину. И как бы там было или не было, я действую только по правде. И даже если мою голову положат на гильотину, я буду говорить только правду, не испугавшись, что меня отрубят за эту правду голову. Так что делайте выводы, дорогие мои. Я вас всех люблю. Да, и еще чуть не забыл сказать. Был еще один факт. Ворон мне как-то сказал: Валентин, тебе от Казахстана привет. Один парень казахстанский хочет с тобой познакомиться и общаться. Просит твои контакты. Я ему сказал, ну что ж, дай ему. Я тоже с удовольствием с ним познакомлюсь и пообщаюсь. Потом он сказал, хорошо. Прошло какое-то время, дня 2-3. Я у него по новой спросил контакты. Он сказал, ну мне сейчас некогда, я найду, тебе дам обязательно. Прошла еще неделя. Я у него опять спросил. Ну так по сей день он мне и не дал контакт этот. Ну все-таки судьба так сложилась. Провидение Божье. Мы с этим человеком все-таки познакомились.
И он мне об этом же сам тоже рассказал, что хотел со мной познакомиться. И сказал, что я понимаю, почему он не захотел, чтобы мы с тобой тогда сконтактировали. Потому что я отправлял ему деньги. И он побоялся, что эти деньги пойдут мимо него к тебе. Поэтому он тебе и не давал этот контакт. Вот так вот.